Янганов, я не по рассказам знаю, я его хорошо знаю еще со времен войны. Этот человек, как тебе сказать правильно, решил черкесскими вопросами заняться через Грузию. Первая его деятельность с этого начиналась. А в Грузии никогда... Как тебя зовут? Астамур меня зовут, Астамур, уважаемый Ислам. Вот. А в Грузии никогда никого терпеть не будут, ни абхазов, ни черкесов, которые не будут абхазское государство ругать. Вот и он этим занимается, к большому сожалению, уже больше 10 лет. И каждое его интервью, каждое его выступление, он грязью поливает Абхазию под разными соусами, марками и тому подобное. Никто не говорит о том, что в Абхазии проблемы нету. У нас есть, они большие проблемы. Мы сами его озвучиваем и стараемся как бы решать. Но Ибрагим вызвался все эти годы быть жесточайшим критиком абхазского государства и абхазского народа. Но в последнее время все приличные рамки перешел, вплоть до того, что это самая больная тема для нашего народа, это сбитие вертолета с детьми и женщинами. Он даже там дошел, как говорится, чтобы больнее сделать, он и там признал этот объект военной целью, ибо из-за того, что там в этом вертолете сидели ребята, которые воевали. Вот. Видите, 35 детей, вот, и столько же женщин, и еще 8 человек в этом вертолете были беременными женщинами. Да. И после этого надо быть, настолько уже перевернуться в этой жизни, чтобы так вот признать этот вертолет военной целью. И вот грузины вокруг это крутятся, ему аплодируют, хвалят, ему это нравится, дай бог. Ну, это его образ жизни. Генеральная прокуратура, я не знаю, что приняла, Ибрагим Янганов был гражданином Абхазии. Это я знаю хорошо. Я работал в органах государственной власти, был министром внутренних дел, был вице-премьером, депутатом парламента. Ибрагима я знаю 30 с лишним лет. Он еще лет 15 тому назад, когда его деятельность, кто-то вы меня слышите? Да, я вас слушаю. Да, и он отказался от абхазского гражданства, потом начал ездить в Грузию, а герой Абхазии, он действительно имеет заслуги перед Абхазией в военной составляющей. Я, например, категорически против, чтобы его лишали звания Героя Абхазии, потому что это не просто какая-то награда кому-то подарили. Это было в реальном бою завоевано. Он такой образ нынешний берет, но если мы будем, к большому сожалению, не только Янганов, а многие ветераны войны совершали разные формы. Это преступление, вплоть до убийств и тому подобное. Но у нас практика в Абхазии еще за 30 с лишним лет не было ни одного случая, когда это прерогатива президента. Вот. А вообще в законе о наградах не написано в государственных наградах, что можно, понимаешь, лишать и тому подобное. Но это опять-таки прерогатива главы государства. Здесь надо миллион раз измерить. Но Ибрагим все делает для того, чтобы к нему крайне негативно, невзирая на многие годы, что он так развязанно себя вел по отношению к Абхазии, к нему все равно наше общество относилось терпимо. Но сейчас, после того, как он затронул вертолет с погибшими детьми, женщинами, и в такой хамской форме, что вполне возможно, он был бы военным объектом, как уважающий себя ветеран, а тем более герой Абхазии, никогда не должен говорить. Это я категорически осуждаю. Но вот, мы имеем то, что мы имеем. Вот. Сидя в Европе, сегодня можно, понимаешь, и такие вещи говорить.